Меня в хорошем смысле потрясло, поразило то количество людей, интеллектуалов, профессоров, политтехнологов, экономистов, телеведущих, кого угодно, которые, когда мы начали создавать партийную организацию, которые пришли к нам и сказали: ребята, ну слушайте, ну давайте попробуем. От режиссера Владимира Анатольевича Меньшова, которому вообще уже ничего не надо, там, заканчивая там, телеведущим Димой Куликовым, им не нужна никакие партии, или они могут в Единую Россию пойти и прекрасно там себя чувствовать. Там, да? Но они так или иначе, на тех или иных основаниях, либо в партии, либо в экспертном совете, либо как соратники, либо как друзья, работают с нами. Наша партия это партия не политиков. Мы рассчитываем на то, что привлечем общественность в первую очередь, и партия будет являться обслуживающим инструментом общественных организаций, которые двигают реальную позитивную повестку на улучшение экологии, градозащиты, экономики, то есть всех вещей, которые у нас есть в Рязани. Партия является обслуживающим инструментом общественных организаций. А я сегодня в парикмахерской стригся. Здесь у милой женщины Татьяна. Что ты, пошел рассказать, что ты здесь делаешь? Я говорю: Захаров, Прилепин, кто-то, а кто это? Ну, почему не знают своего земляка? В Москве, кого не спроси, там от последнего ПТУшника и заканчивая, я не знаю, в верхах, кто такой Захар Прилепин, скажут. Мне говорят об этом, откуда ты родом. Потому что не было никакого интереса вышестоящих организаций не то что лоббировать, хотя бы закидывать. Ну, надо же своих хвалить, нет, надо своих тащить. Здесь мощный электорат, мощный. Военные, я думаю, что Захар должен очень быть симпатичен. С военными у нас все в порядке. Да, военные, если кто еще не читал, надо прорекламировать книги, чтобы они почитали, и что происходило, что такое Донбасс, что такое русская весна. Очень много... Я один секрет просто открою. Я в военной среде более известен, чем среди работников культуры и социологии. Прикиньте. Деревянная Рязань имеет право на существование в каком виде? Отдельные дома или фрагменты улиц? Будем реалистичны, уже не удастся восстановить, но можно сделать реплики. И это будет стоить лютых денег, и это возможно только в том случае, что Рязань будет включена в состав Золотого кольца, соответственно, все необходимые законодательные акты и там попечение всех возможных организаций. Но я так понимаю, что препона как раз не экологической стороны, из-за того, что производство не учитывает ничего, и сюда возить туристов, это они будут уезжать отравленные, опасные. А как только включат Золотое кольцо, здесь последовательность такая логическая, тут же вынужден будет новые фильтры покупать, как-то там допускать какие-то комиссии, которые будут это проверять. И, как выяснилось, с этой пандемией мир-то чистится быстро. Вы все мечтали, что вирус, он будет как Дед Мороз, он придет и всем раздаст по подарки. Вот там, люди, которые не любят церковь, они говорили, что все, церкви больше не будет, потому что она вот себя дискредитировала. Те, кто веруют, они верили, что люди больше уверуют. А те, кто там ненавидит капитализм, говорили, что капитализм погибнет. Каждый что-то свое заказывал, ничего не будет хорошего, будет ровно то же самое, только похуже. Это моя позиция, а так как у нас плюрализм, то Иван Иванович другой. Соглашусь, но, конечно, это все ерунда, и, конечно, спекулятивно используют это несчастье для того, чтобы вышестоящие организации, чтобы добиться своих иногда таких странных целей. Вот по-московски, по нашим Собянину, народ в таком раздражении. Мы были согласны сидеть. Люди боялись. Мы выходили на улицу, но мы с моей женой, это отдельно, это Тушино, это беспредел, короче. Но обычные, нормальные, психически состоявшиеся люди просто боялись, не выходили, готовы соблюдать. Начали приводить какие-то безумные, сейчас какие-то коды. Слава Богу, что мы русский народ. Нам строгость русских законов уравновешивает не обязательно его исполнение. Я думаю, что должно все общество быть неравнодушным. Если происходит насилие в семье, должны бунтовать соседи, то есть вмешиваться соседи. Просто если этому дать законное основание, что хотела Оксана Пушкина, продублировать и доверить это частным лицам, то на этом будут зарабатывать, на этом хайпе будут зарабатывать деньги. Единственный вариант, как мы можем добиться каких-то результатов в борьбе с домашним насилием, это образование людей. Все-таки хорошее, такое сердечное, я уж не говорю духовное, а сердечное образование. Приличный мужик никогда бабу не обидит.